В эфире программа «События недели». Я журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем о самом главном на этой неделе. Напомним об основных событиях, представим мнение экспертов на актуальные темы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба дал интервью двум телеканалам АГТРК и Абаза-ТВ. Глава государства затронул вопросы экономической и социальной политики государства. Отношений с Российской Федерацией коснулся темы признания Абхазии Сирийской Арабской Республикой. Яшазухан хымпада хаважлаги бзедзуны рдырват ярахинкара и хабыраги зыги из шломхау яхамуб ганквак экономика абарт хазадгылан аус сахуша. Уи янакузалаги яхойт апсшевью яава тайны и псышину ашартырдыр заарак уйнадыркна апхинергылан и тышын балан яра зхны дайзги идырвазароп Аҳәынҭқарра ишацхраатәу, ауал шәахтқәа аҳәынҭқарра аҟны иазнеигаша ишызнагатәу, аха зны-зынла уи ус ҳазхәыццо. Аха избоит хымԥада уи аиҭакрақәа ҟамлакәан, даҽакала ахәыцшьа ҟамлакәан, аҳәынҭқарра иҩықәԥа шықәса иахьа уажәраанӡа ишаҳҳәоз еиԥш ихыҵны арахьалцәақәа ҟамлакәан, уи ҳәынҭқарра хыҵуан. Хымԥада абарҭ аганқәа ақыҭанхамҩа иаҵанакуа роума. Даҽакала ҳазнеиртә иаҳҵартә еиԥш. Зны-зынла ҳара абри ақыҭанхамҩагьы абри Совет мчы аныҟаз убысҟан ишыҟаз еиԥш иахьагьы убыс ҳазнеиуашәа сгәы иабоит макьана. Аха хымԥада иумбар залшаӡом. Урыстәыла иҟоуп атәыла ҿацәқәа дара рыҩныҵҟа. Дунеихаан ачарыцахь ирзымааӡоз. Иахьа акырӡа еиҳаракны дунеихаан иҟамыз уаанӡа аҟаҵара иаҿуп. Избан? Аҿыц атехнологиақәа, аҿыц азнеишьа. Ҳара ҳхашҭит. Ҳаԥсуа милаҭ ааны аӡын акәын адгьыл анԥыржәоз. Уи аӡәы исырҵо дҳәанагәӡам. Аха уажә ус иҟалеит. Ааԥын амзақәа рзыҳәан адгьыл ҳалакьысӡо. Ус ҳшаламкьысуа аарҩара ҟалоит. Иахьагьы ҳахьызурио. Шьҭақәа науаҳәан ҳтәоуп ҳаԥшу. Аха ҳавара аҟны ҳааигәара инхоит агьырҭ амилаҭқәа. Шәырҟәыԥши, русутрақәа, даҽакала рҭагылазаашьа шыҟоу. Абри хәыҷӡак ҿыц технологиала, ҿыц азнеишьала ҳалагартә еиԥш иҟаҳҵароуп. Важным событием последних дней стала очередная четырехсторонняя встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, которая прошла в Гале. Абхазскую делегацию возглавлял заместитель председателя СГБ Республики Астамур Арлан. В повестку дня встречи абхазской стороной был внесен вопрос, связанный с решением премьер-министра Грузии Бахтадзе о внесении в так называемый список Атхазория Татунашвили 33 человек, которые якобы совершили различные преступления в отношении граждан Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии. В распространенном 26 июня комментарии МИД Абхазии выразил серьезную озабоченность крайне деструктивными действиями правительства Грузии. Однако позиция абхазской стороны не нашла поддержки участников встречи в Гале. Как известно, 26 июня на брифинге в администрации правительства Грузии премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что на данный момент в список Атхазория Татунашвили внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодняшний день совершили различные преступления в отношении граждан Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии. Это означает, что данные лица считаются преступниками в странах, солидарных с Грузией, и подлежат аресту при въезде в эти страны. Эта тема была вынесена на обсуждение участников МПРИ, состоявшейся в Гале. Абхазской стороной было поставлено условие о снятии данного вопроса с повестки дня и обсуждения других тем формата МПРИ. После часа переговоров грузинская сторона так и не пришла к единому решению. Поэтому абхазская делегация была вынуждена покинуть переговоры. Мы предупреждали грузинскую сторону несколько месяцев назад, что такой шаг недопустим. Он будет направлен на осложнение переговорного процесса, не будет способствовать сближению позиций, поиску каких-то компромиссов и так далее. Несмотря на это, грузинская сторона пошла на такой шаг. Сегодня в начале встречи мы поставили вопрос о том, что с повестки дня нашего формата МПРИ, вопрос Атхазория должен быть снят.
Мы дали время на обсуждение нашей позиции нашим грузинским коллегам. К сожалению, после часа обсуждений они не смогли прийти к какому-то результату, который позволил бы нам продуктивно работать здесь, в городе Гал. В результате мы озвучили позицию абхазской стороны, что в таких условиях ни сегодняшняя встреча, ни завтрашняя встреча в формате МПРИ невозможна. Было обсуждение нашей позиции, она осталась прежней. Практически мы не приступали к обсуждению тех вопросов, которые стояли в повестке дня. Мы сегодня завершили встречу. Таким образом, пока не ясно, когда будут возобновлены четырехсторонние встречи в формате МПРИ. Кроме того, как подчеркивается в заявлении МИДа Абхазии, сложившиеся обстоятельства носят провокационный характер и способны полностью разрушить работу женевских международных дискуссий, направленных на урегулирование существующих конфликтов на Южном Кавказе. Итоги работы районных энергокомиссий обсудили на совещании в Министерстве экономики Республики, которое провел глава этого ведомства Адгур Арзанба в четверг, 28 июня. Общая задолженность населения за потребленную электроэнергию на 1 января 2018 года составила около 300 миллионов, собираемость в пределах 40% с небольшим. Государство поддерживает отрасль, направляя на энергетику порядка 700 миллионов рублей. Но этого недостаточно. По словам главы Черноморэнерго Аслана Басария, стабилизировать ситуацию в отрасли можно только при 100% собираемости и рациональном использовании электроэнергии. Как отмечалось на совещании, с началом работы комиссий платить за электроэнергию стали лучше, но не везде. По статистике лучше всех платят жители Галского района, на втором месте Сухумский район, в Очимчирском собираемость на уровне 17%. По информации руководителя Черноморэнерго, жители Тхуарчальского района лучше платят за свет, чем, к примеру, Гудаутского. Министр экономики Адгур Арзанба поручил подготовить для опубликования списки всех должников. На устранение задолженности перед Черноморэнерго гражданам и руководителям предприятий будет дан весь июль. С 1 августа списки тех, кто не закрыл задолженность, будут вывешены на всеобщее обозрение. Отдельным пунктом министр поручил подготовить списки должников из числа чиновников. Что касается большой задолженности со стороны госпредприятий, то Адгур Арзанба дал указание эти объекты отключать. Такая вот просьба, ее прямо отключайте. Не надо никого просить и так далее. Я не верю, что вот такой тариф маленький невозможно заплатить. Депутаты Народного собрания внесли изменения в закон о налоге на добавленную стоимость, а также поправки в Уголовный кодекс Абхазии. Эти и другие решения они приняли на очередной сессии парламента, которая состоялась на этой неделе в четверг. Кроме того, парламентарии приняли в первом чтении поправки в закон о гражданстве Абхазии, которые коснулись ветеранов войны и студентов. Поправки позволяют ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, родившимся на территории нашей страны, получить гражданство республики без каких-либо условий. Что касается лиц, которые с 1994 по 1999 годы учились за пределами страны или были несовершеннолетними, то в этом случае необходимо соблюдение некоторых условий, а именно наличие ценза оседлости. Не совсем согласен с тем, чтобы закон о гражданстве очень серьезно кромсать. Здесь, кстати, я вам хочу сказать, предложение поступило от АВИРа, от Министерства внутренних дел, и они посмотрели самые основные моменты, с чем они сталкиваются, какие проблемы. Заходить глубоко и превращать закон о гражданстве в непонятное что, это делать, я считаю, что тоже нельзя. А здесь основные моменты, люди, которые учились, люди, которые выехали по работе и так далее. Потому что эта цепочка может привести к серьезным потом дальнейшим проблемам. Некоторые законопроекты, принятые депутатами, касались несовершеннолетних. В первом чтении парламент принял изменения в Уголовный кодекс страны, которые ужесточают наказания для лиц, совершивших преступления сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Также в первом чтении были приняты поправки к закону об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В чем суть закона? Какие изменения он предполагает и что нужно сделать, чтобы закон заработал? Мы обсудили с депутатом парламента, главой Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхасом Джинджолия. В
чем суть этого проекта и в чем была, возможно, сложность работы над этим законопроектом? В более ранний период, значит, мы создали рабочую группу по социальному законодательству, по пакету. И в эту группу вошла работник прокуратуры. Это вот было представление со стороны прокуратуры, так скажем. Значит, после анализа социального законодательства и вообще ситуации с несовершеннолетними, совершенными ими правонарушениями, и главное, со способами их решения, стали заметны очевидные пробелы. Ну, в силу нашей слабости финансовой, нашего государства, чтобы решать эти проблемы, так и правового. В результате работы этой группы, вот чуть ранее был принят закон о поддержке многодетных семей, сейчас в продолжение выдаем как бы вот закон о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Значит, сам закон является, в моем понимании, такой основополагающий, определяющий сами понятия, кто такой безнадзорный, беспризорный, какой круг правонарушений. И описывается система, которая будет заниматься этой проблематикой. То есть органы, учреждения, например, конкретно расписано, кто чем должен заниматься, какие цели и задачи в работе с несовершеннолетними. Упор в данном законе делается исключительно не на наказание несовершеннолетних лиц, совершивших какие-то проступки, а на их именно вот на профилактику, вот это ключевой момент. Отсюда вытекает несколько моментов. Значит, у нас отсутствуют, например, приемники-распределители, так это раньше называлось, либо какие-то кризисные центры, говоря по-современному, куда ребенка можно было бы определить. То есть это такие центры временного содержания. Вот проблема с ребенком, куда его деть. Работа комиссии по делам несовершеннолетних как в районах, так и центральной, республиканской фактически превратилась в формальность. Составы их, мы сделали запрос, они тоже устаревшие, даже по составу участников. Не говоря уже о том, что мы долго искали само положение о комиссии. У нас сейчас такая тенденция наметилась, все законы принимаем, как вот такое впечатление в обществе, что с нуля. На самом деле какой-то базис правовой уже есть, он в наследство от Советского Союза остался. Его надо переоценить, и не факт, что это самый худший опыт. В связи с этим вот и была проведена работа над этим законом, который фактически осовременил звучание вот этой системы по борьбе с проступками несовершеннолетних лиц. И насколько вообще актуален этот закон в наших условиях? Звучат разные мнения о том, что для Абхазии это не столь актуально, не столь животрепещущий вопрос. Каково ваше мнение? Сперва надо адекватно и наиболее точно оценить социальную вот сферу жизни вообще самой Абхазии, ее портрет, что ли, социальный такой. За послевоенный период, даже больше постсоветский период, невооруженным глазом видны вообще изменения в укладе жизни. Как смешалось сельское население с городским, как изменился национальный быт, что ли, так скажем. Моральная сторона вопроса тут тоже претерпела изменения. Те моральные скрепы в обществе, которые раньше держали нас достаточно жестко в каких-то рамках, сейчас они слабеют, к сожалению, огромному. И взамен надо придумывать либо какие-то новые шаги, либо реанимировать старые правила. Старые правила реанимировать, как выяснилось в послевоенном периоде, не всегда у нас получается, поэтому в поддержку тем моральным скрепам, наверное, надо как-то усовершенствовать законодательство. Мы можем долго не признавать проблему несовершеннолетних, там, бродяжничества, безнадзорности, беспризорности. Можно не признавать, можно заявить, что их нет в нашем обществе, но тем не менее они будут постоянно попадать в поле зрения органов внутренних дел. Поэтому лучше сыграть на опережение, а тут о опережении речь не идет, мы наоборот, я считаю, отстаем. Проблема существует каждое лето. Это по представлению прокуратуры, напомню. Каждое лето идут задержания воришек, наркоманов, уже спившихся малолетних детей в местах сосредоточения туристов, например. В той же Гагре. Не видели, может, недавно в интернете там писалось и показывалось, записывался очередной случай с несовершеннолетним лицом,
не очень адекватным психически, конечно. Но вот просто вот это ближайший пример. Куда деть этого ребенка? Вопрос встал в обществе, все пообсуждали, вопрос закрылся, ребенок так и остался непонятно где. Отсутствует, у нас, да, скажу о том, что есть. Сперва у нас есть несколько интернатов, но некоторые из них превратились банально просто в школы городские, при всем уважении к сотрудникам, но они не выполняют ту возложенную на них функцию. Идти по пути создания интернатов, это тоже в мировом тренде уже не считается положительным моментом. Вообще считается, что пора отказываться странам от детских домов, например, потому что не дается ребенку ощущение семьи, ощущение полноты жизни. Его не воспитывают в том общечеловеческом понимании. Поэтому в нашем случае этот закон — это такой мостик, что ли, который будет продолжать вот эту идеологию, что надо создать условия для приемных семей, чтобы такой ребенок, беспризорный или безнадзорный, не остался на улице, никому не нужным, попал хоть как-то, был пристроен, желательно в семью, пускай в приемную, пускай в многодетную. Просто сейчас не хочу вперед забегать, но линия будет, надеюсь, продолжена вот именно в таком свете. На какие институты будет опираться этот закон? То есть это не будет приют какой-то, это не будет какое-то специфичное учреждение, это будет, скорее всего, форма приемных семей. Есть масса вариантов, в каком формате вести эту работу. Вот сейчас упоминала интернаты. На сегодняшний день, например, есть постановление начала 2000-х годов Кабмина Республики о создании приюта временного содержания. Но, к сожалению, приют создан не был, хотя и указывался там конкретный адрес, на базе которого будет создаваться. Но тут есть хотя бы постановление, есть хотя бы положение о приюте, хоть какая-то часть нормативной базы уже существует. Попытаемся теперь вот это постановление притворить в жизнь. В течение прошлого года этим и занимались, вплоть до того, что обращались к Нацбанку, например, с просьбой предоставить что-то из заложенного жилья, но там жилье фактически разрушенное, не смогли ничего подобрать. Все это влечет за собой, естественно, большие финансовые вливания, поэтому закон был принят в первом чтении, потому что мы определимся с объемом вложений, получим экономическую оценку законопроекта и только тогда сможем говорить о втором чтении, например. И данные способы решения проблем тут разнятся, тут уже споры были, неоднократно вспыхивали. Может быть, прийти к тому, что оплачивать вообще многодетным семьям, приравнять их к работающим, мать многодетную, 6, 9, не знаю, детей, сравнять с работающим лицом, зачислять ей стаж вообще рабочий, это как вариант, хочу повторить. Либо создать приюты, либо расширить мощности интернатов, то есть вариантов много, надо разбираться, и к этому разговору мы приглашаем и Минсоц, и Минобразование, все подключились. Вопрос очень непростой, потому что этих детей, помимо того, что просто пристроить, накормить, обучить в школу, отправить, надо еще это, и теперь уже государству надо думать, а как из них вырастить полноценных граждан и куда их дальше деть. То есть вопросов огромное количество, пока еще, к сожалению, не решенных, но решим, я думаю. В работе над этим законом вы опирались на данные органов внутренних дел, прокуратуры, Минобразования, каких-то еще, возможно, учреждений. Привлекали ли вы общественные организации с их статистикой, может быть, с их каким-то другим видением проблемы? Активно работали, например, с ЮНИСЕФом, который создает сейчас такую службу социальной поддержки, которую планируется передать в структуры Минсоца. Ну вот там служба создана, такая полевая, как ее называют, девочки работают непосредственно в селах, в городах, с каждым вот этим случаем разбираются, какая ситуация в семье. Помимо этого существуют отделы Собеса, которые в силу своих возможностей тоже пытаются решать вот эти вопросы, касающиеся несовершеннолетних. Естественно, активно поработали с нами отделы по делам несовершеннолетних, сегодня существующие мощности. И, конечно,
катастрофически не хватает. Как правило, это персонал женский, а ситуации, как правило, криминальные. Иногда даже удивляешься, как они туда способны вмешаться и как-то разрешить, потому что речь идет не всегда о попрошайках, а иногда и о поножовщине, о наркотиках и так далее. Я должен всех поблагодарить, кто участвовал в работе над законопроектом. Активно люди подключились. В большинстве своем у людей душа горит, болит. На что, собственно, и главная надежда, что этот вопрос как-то сдвинется с места, как-то активизировать удастся эту работу касаемо детей. Вы опирались на международный, российский опыт в этом законопроекте. Что вы взяли на вооружение, что, например, лично вам больше импонирует в решении этой проблемы? Та же Российская Федерация, она сейчас в какой-то степени находится сама в поиске совершенствования вот этой системы. Как и в любой стране, как и у любого человека, все, что мы делаем, пытаемся сделать, не всегда проходит удачно, поэтому это путь проб и ошибок в поисках лучшей системы. В нашем случае, ну вот, новшеством не назову, но такой упор сделан вот по международным веяниям на индивидуальную профилактическую работу. То есть не создать шаблон, по которому всех несовершеннолетних под одну гребенку, а именно индивидуализировать работу. Почему он таким стал, где его семья, чем они занимаются. Гораздо, мне кажется, более такой, современное словечко вставлю, продвинутый подход, но и гораздо более эффективный выход, потому что работаешь уже не только с ребенком, они могут, но и со всей семьей, у них есть юридические обоснования вмешаться в эту ситуацию и разобраться или помочь, в конце концов. То есть опыт применяли по возможности и страны СНГ, и России, и международные, естественно, тоже. Я сторонник золотой середины. Не бывает, что придет кто-то, привезет папку документов, которая идеально подходит твоей стране. У нас своя идеология, методология, даже так скажем, по работе с детьми, которая взращивалась столетиями, которая в последнее время, в моем мнении, остается недооцененной. Просто надо прислушиваться и брать что-то лучшее со всех сторон, все, что применимо к нашей стране, скажем. Какие надежды вы связываете с этим законопроектом? Как вы думаете, он заработает и какой эффект должен принести? Повторю, что на этот законопроект не смотрю как на изолированный какой-то документ. Мы пытаемся внедрить несколько законопроектов, которые в свою очередь отражали бы вообще в целом социальную политику Республики Абхазия относительно населения. Внятности в этом вопросе недостаточно. Времена трудные, кризис на улице, постоянно какие-то экономические потрясения нас преследуют. Ну, те же цены на бензин, то НДС, то еще что-то. Эти экономические потрясения сказываются на каждой семье. Какой-то минимум защищенности должен чувствовать, знать и иметь, и на него надеется каждый гражданин республики. Чем больше мы внесем внятности, пускай это будет небольшая помощь, но внятная и четко описанная. Наш человек должен знать, что за спиной есть государство. В наше время это может, эти слова звучат для кого-то даже смешно, но к этому надо стремиться. Это один из законов. Дальше мы готовим закон, там дорабатываем технически, просто никак не уложимся по времени. Это об основах социального обслуживания. Это вот просто вот напрямую перекликаются. То там еще более основополагающие моменты по работе со старшим населением, с престарелыми людьми. Там объем проблем еще больше, чем просто с несовершеннолетними. Потом параллельно идут вопросы по пенсионной политике. Мы страна, в которой оказывается огромная финансовая помощь нашим соседам. Теперь в соседней стране идет пересмотр, знаете, пенсионной политики, повышение возраста, изменение начисления пенсии, ее составления. Как нам быть? Мы должны определиться, либо идти в конве нашего союзника, потому что эти изменения, конечно же, отразятся и на нас, либо искать свой путь, на который у нас не хватает ни финансов, ни на сегодняшний день, ни юридической воли, что ли, так скажу, чтобы определиться, как быть с престарелыми людьми. Финансы связывают наши руки, чтобы избрать наиболее изощренную, такую приемлемую форму социальной защиты, но
Опять-таки приходим к золотой середине, надо найти минимум, который устроит всех, что ли, так скажем. Много работы в этой сфере. Естественно, мы в плотном контакте со всеми профильными министерствами. Работа нашего комитета, хочу сказать, пользуется практически полной поддержкой всего депутатского корпуса, всей исполнительной власти, потому что это касается всех и каждого. И я не помню случая, чтобы кто-то даже в споры толком с нами вступил, потому что мы выверяем каждое слово, советуясь со всеми, приходим к какому-то решению, соответственно, и принимаем их потом гораздо легче. Все прекрасно понимают важность этой проблематики, что она касается каждого из нас, что никто не застрахован от одинокой старости, так, попугая. Но при этом я оптимистично рассуждал бы. Мы небольшая страна, у нас небольшой объем населения, который при всей нашей скудости более-менее сносно можно обеспечить тем социальным минимумом, к которому мы стремимся. Я в это не то что верю, я уверен и думаю, мы даже обязаны прийти к этому. Когда будет, вы думаете, следующий шаг сделан в принятии этого закона? Возможно ли сейчас уже об этом сказать? В течение лета. Потому что в конце лета там уже к бюджету 2019 года придем, как-то так условную поставили границу, что ли. Хотелось бы до этого закончить с этим вопросом. Там опять-таки еще раз повторю, вот, это один из пакета законов, одна из проблем. К этому к предстоящему обсуждению бюджета готовим еще там ряд вопросов. Сейчас вот недавно обсуждали в Общественной палате и здесь неоднократно, и в Кабмине. Жилищные вопросы тоже на повестке стоят острейшим образом. Сейчас упомяну немножко из другой проблематики. Захват прошел относительно недавно, который уже по счету. Разработали программу, представили в Кабмин, она сейчас находится на обсуждении, в достаточно скором времени будет озвучена. Опять-таки с помощью и депутатов парламента пригласили юристов, по-нашему наиболее адекватный вариант, который решит большинство проблем. Самое большое достояние нашей страны — это не море, не горы, не солнце и там все, что в недрах, это люди. Если вложим в них, их обеспечим, пускай с мучениями, пускай не на всех хватит, но это то, что даст обязательно результаты. Вырастут дети, которые почувствовали на себе заботу государства или приемной семьи, он уже вырастет спокойнее, мы его уже то там впереди как-то стараться будем морально хотя бы оградим от той же наркомании и пьянства. Я не знаю, если ребенок чувствует заботу с детства, это еще больше шансов, что он вырастет полноценным гражданином. Спасибо вам. Специальная комиссия во главе с первым вице-премьером Дауром Аржева приступила к проверке деятельности туристических комплексов, их готовности к курортному сезону. В состав комиссии вошли представители Министерства по курортам и туризму, МВД, МЧС, Министерства экономики, санитарно-эпидемиологической службы, Госкомитета по экологии и охране природы, а также инспекторы госстандарта. Комиссия начала проверки с государственной границы на КПП ПСУ. Ведь именно от того, как здесь встретят гостей, зависит не только настроение въезжающих, но и имидж всей страны. Буквально неделю назад представители Министерства экономики, Госуправления по транспорту и МВД провели рейд. Чтобы упорядочить скопление машин, водителям такси были определены конкретные места на верхней площадке, где они находятся сегодня. Все люди, которые сегодня заходят к нам, приезжают отдыхать, они проходят через автовокзал. И право выбора у них есть: садиться на такси, на маршрутку или автобус. Здесь они, естественно, предлагали только свои услуги, и что больше там, человек новый приезжает сюда, кто знает, что есть автовокзал, есть какие-то услуги. Вот чтобы это все обезопасить, чтобы культуру какую-то повысить перевозок, вот это все было сделано. Сотрудники госавтоинспекции проверили техническое состояние маршрутных такси, а также наличие у водителей разрешительных документов на перевозку пассажиров. Выявлено несколько нарушений незначительных. Сейчас будут составляться административные протокола, а также даны предписания и замечания для устранения гражданам, которые не имеют огнетушителей, аптечек. Транспорт является общественным, и наличие всех этих предметов для них необходимо.
Затем комиссия выехала в Гагру. При осмотре набережной близ Гагарской колоннады они встретили людей, использующих животных с целью заработка. Председатель Госкомитета по экологии и охране животных Савелий Читанава пояснил, что эксплуатировать местную птицу и животных в коммерческих целях запрещено по закону, и хозяину животных необходимо явиться в экологическую службу. Затем все направились в Приморский парк имени принца Альденбургского, где в рамках инвестпрограммы к началу курортного сезона был проведен первый этап ремонтно-восстановительных работ. Второй этап начнется после окончания курортного сезона. На территории парка немало торговых объектов. Все они должны работать в соответствии с законом, подчеркнул первый вице-премьер Даур Аршба. Если они работают по установленным правилам, работайте вместе в пользу и на благо, если парка они, пожалуйста. Если нет, кто-то не согласен с этими правилами, требования будут радикальные, вплоть до разрыва всех отношений. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик посетила несколько объектов общественного питания в городе Гагра. Нарушения со стороны хранения продуктов питания, нарушения со стороны мойки посуды, ну это такие вот глобальные, скажу так, да, нарушения со стороны самих работников, которые не имеют, например, специализированной одежды, да, спецодежда должна присутствовать у всех сотрудников. Все предложения в виде предписаний будут направлены и в адрес этих руководителей, и в то же время я буду сигнализировать в Гагринскую санэпидемстанцию, чтобы все предложения, которые я сегодня озвучила на этих объектах, были проверены, как бы исполнены они или не исполнены. Затем комиссия выехала в Пицунду, где посетила центральный рынок, состояние которого в сравнении с подобными объектами по республике относительно неплохое, но и здесь не обошлось без нарушений. Молочная продукция у многих продавцов хранится не в холодильных камерах, а прямо на прилавках. Члены инспекционной комиссии купили виноводочные изделия и мед, чтобы проверить в лаборатории качество продукции. При въезде на набережную немало кафешек, у которых отсутствуют очистные сооружения, и фактически все отходы идут прямиком в море. Даур Аршба поручил администрации города проследить за тем, чтобы в кратчайшие сроки хозяева объектов поставили септики. Еще одна проблема здесь – это отсутствие ограждения заповедной зоны. Очень часто люди заходят на территорию заповедника и загрязняют ее. Те кафешки, которые вдоль границы заповедника находятся, люди иногда хотят просто расширяться. Не от того, что там они незаконно это пытаются сделать или что. Из-за отсутствия четкой границы у нас потом происходят эти моменты, что кто-то решил расшириться. Четкой границы или забора? Забора, да. Ну, граница установлена, я думаю, забор. И человек просто по незнанию выдвигается на территорию заповедника. Инспекционная комиссия посетила объединение пансионатов «Курорт Пицунда». Всего в туристическом комплексе функционирует 7 пансионатов. В 4 из них произведен капитальный ремонт. Комиссия осмотрела несколько номеров с удобствами и без. Для всех типов номеров здесь приобретена новая мебель, матрасы и постельные принадлежности. Специалисты МЧС проверили правила соблюдения пожарной безопасности. Средства пожаротушения, они рассредоточены, то есть в разных концах находятся вот эти вот пожарные внутренние краны, вот оборудованы рукавами и стволами, и вот огнетушитель. Учитывая длину коридора, этого достаточно. При курорте создана бактериологическая лаборатория, и раз в неделю ее работники во всех столовых и кафе, располагающихся на территории курорта, берут смывы с посуд, чтобы оценить их санитарно-гигиеническое состояние. На туристическом комплексе есть система видеонаблюдения, и за каждым объектом закреплены люди, отвечающие за безопасность отдыхающих. На набережной ежедневно дежурят спасатели. В целом комиссия дала положительную оценку работе пансионатов, да и сами постояльцы отмечают хорошее обслуживание. Прекрасное обслуживание. Все очень нравится, в столовой очень хорошо кормят, и пляжи чистые, и все так обустроили. Вот мне очень нравится, спасибо. Прекрасный курорт. Мы не хотим никуда отсюда, и дети наши сюда будут приезжать, и нам здесь очень-очень нравится. Первый вице-премьер Даур Аршба отметил, что в общем работа курортных объектов организована неплохо, хотя есть и недочеты. Цель этих проверок, по большому счету, сформировать положительный имидж о нашей стране, создать условия, улучшить условия для отдыхающих, чтобы привлечь их, чтобы у них было желание приезжать сюда еще раз. Комиссия продолжит инспекционные проверки на следующей неделе в Новом Афоне, Гудауте и Рицинском заповеднике. Аля Катрапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.
На этой неделе по всей республике прошли школьные балы. Сотни выпускников попрощались со школьными годами и вступили во взрослую жизнь. Выпускников школ Абхазии 2018 года поздравил президент республики Рауль Хаджимба. Он выразил уверенность, что все их замыслы увенчаются успехом, а их знания, способности и талант будут сполна востребованы в нашем государстве. В четверг, 28 июня, по традиции в Сухуми состоялся республиканский бал. Нала Ковы побывала на празднике. Позади веселые, незабываемые школьные годы, пора детства. Впереди дорога во взрослую жизнь. В этом году выпускниками 156 школ республики стали 1889 человек. Из них 2 окончили школу с серебряной медалью. На отлично 58 выпускников. Вечерние платья самых разных цветов и фасонов разбавляли окружающую зелень и голубизну моря. Гамма нарядов, а также улыбки радости, грусть, ожидания, уверенный взгляд в будущее – все это неотъемлемая часть юности, полной светлых ожиданий. Выпускники начали праздничный бал с возложения цветов в парке боевой славы. Сегодня вот последний день, когда мы вместе. Мы надеемся, что прекрасно проведем сегодняшний вечер. Я хочу, конечно же, сказать огромное спасибо нашим всем учителям, дирекции всей школы за все 11 лет, за все наши знания. И они очень нам помогут в будущем. Я собираюсь поступить на юрфак в России. Собираюсь уехать, но надеюсь, когда закончу учебу, вернусь, конечно же, в Абхазию, любимую. Далее праздник продолжился на набережной Махаджиров. Там была установлена специальная фотозона, где можно было сфотографироваться со своей семьей и друзьями в этот важный для всех день. Затем выпускников ждал праздничный концерт и поздравления от Министерства образования и администрации города. Поздравительное напутствие от Рауля Хаджимба зачитал заместитель главы администрации президента Гиви Габния. Окончание школы – начало нового жизненного этапа, полного светлых ожиданий и надежд. А выпускной бал – это, конечно же, событие, которого с нетерпением ждет каждая школьница. Ведь именно в этот день в нарядном платье можно почувствовать себя настоящей принцессой. Кругом улыбающиеся счастливые лица, но самое главное украшение здесь – юность, полная надежд. Немного грустно расставаться со школьными друзьями, признаются выпускники, но впереди много нового и интересного. Все слишком неожиданно произошло, честно говоря. Как-то казалось, что очень хочется этого, но потом впритык уже понимаешь, что слезы на глазах наворачиваются. На самом деле 11 лет, и с друзьями расставаться очень тяжело. Мы все с трудом это сделали, но приходится переступать какой-то порог жизненный и переходить к новому. Не хочу покидать свою родину, и поэтому хотелось бы продолжить здесь учиться и помогать своей стране. Я рад, что закончил школу, но с одной стороны тоже это грустно, так как я буду скучать по своим одноклассникам, учителям. Но это шаг вперед мне дала школа, и я рад. Спасибо маме большое за то, что она поддерживала меня и всегда рядом стояла со мной. Теперь у этих молодых людей не только долгожданные аттестаты и грамоты, но и собственное будущее. И только от них зависит, сбудутся ли во взрослой жизни их детские мечты. Нала Ковы, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.